мы говорим крымские языки, просто настолько богат, настолько неординарен. Даже есть слово, которое мы обозначили, когда анализировали книгу Рефата «Документы Крымского ханства», слово «глобальный». Мне это очень понравилось, глобальный язык. Действительно, если мы имеем словарь в 60 тысяч слов, только терминов медицинских, изданный в 2006 году Люмановым, военный словарь, многотысячный, и другие словари, обычные словари, которые издаются по 30-40 тысяч слов. Естественно, речь идет о глобальном языке, который обеспечивал с 13 века торговый путь шелковый. И на 3000 километров от Крыма этот язык распространялся. Он сегодня как бы есть в памятниках 1292 года, как кодекс Куманикус, как два словаря Эбухаяна, 1312 год. Невероятного содержания эти словари. И анализирует и синтаксис, и морфологию языка крымского на то время. Поэтому я думаю, что Наталья правильно сказала, что наконец, но в то же время мы давно пытаемся вот такие круглые столы этнически организовывать. Уже 2 круглых стола по крымчакам организовали. Даст Бог, мы организуем такой же стол по урумской тематике. То есть наш институт, который называется крымско-татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма, он будет соответствовать 100% своему назначению. Я рад, что сегодня здесь присутствуют ученые, в том числе доктора наук, кандидаты наук, которые занимались краемистикой, краимской тематикой. Мы сегодня услышим интересный доклад, я так думаю, и примем резолюцию нашей конференции. Единственное, что я прошу, как директор нашего института, мое это назначение такое, чтобы наш круглый стол был основанием для дальнейшего развития и открытия дороги, новых дорог. Не для каких-то, я не знаю, перетягиваний каната, вот я так понимаю, между и внутри общезабываемых, и у нас то же самое. Но раз наш институт академический, он будет существовать как академический, ни в коем случае не для принятия какой-то стороны политической или там религиозной. Ни в коем случае мы этого делать не будем, и на это не надо обижаться. Удачи нашему